Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТОВА-24 в студии Татьяна Рамазанова. Сегодня с моими гостями мы будем говорить о ситуации по заболеваемости коронавирусом в Республике Тыва и о важности вакцинирования, и о том, какие изменения произошли в плане вакцинирования, кому можно, кому нельзя и что такое 60+. Сегодня в гостях Сарыглар Анна Александровна, главный врач инфекционной больницы Республики Тыва. Здравствуйте. Санданол Раушан Арымкановна, заместитель главного врача по поликлинической работе Республиканской больницы номер 1. Здравствуйте. Анна Александровна, наверное, первый вопрос к вам. Какова на сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусом? Так, мы пережили первую, вторую, теперь переживаем третью волну. На сегодняшний день, вот с начала года, зарегистрировано по нашей республике 9630 случаев новой коронавирусной инфекции. А в течение последних 2 недели мы отмечаем снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но тем не менее на сегодняшний день остаются тяжелые случаи. Тяжелым течением заболевания лечатся больные на сегодняшний день. С момента начала года у нас 13%, то есть 1360 это составляют дети, болели дети, детский возраст, и 9% это лица пожилого возраста, старше 65 лет. А ведь в начале пандемии говорили, дети не болеют с 18 лет. Сейчас, то есть, категория и детей, и пожилых людей. А тяжелое течение заболевания у кого наблюдается? Тяжелое течение заболевания наблюдается у пациентов с отягощенным, сопутствующими заболеваниями и старше, пожилого возраста на сегодняшний день. Отягощенные заболеваниями, это какие? В основном органов дыхания или это может быть что-то другое? Заболевания органов дыхания, эндокринной системы, сердечно-сосудистой. По рейтинге летальных случаев, на первом месте всегда у нас регистрировались сердечно-сосудистые заболевания. И в основном летальный исход дают этот контингент больных. То есть если бы тот, у кого проблемы с сердцем, поставил вакцину, он мог бы не заболеть или перенести коронавирус легче и даже остаться в живых. Среди вакцинированных у нас на сегодняшний день 98% пациентов, которые попадают в реанимационное отделение, также в стационары, это не вакцинированные больные. Сколько? 98% не вакцинированные. А остальные 2%, если даже заболевают, у них заболевание протекает более легким течением. Медикаментов, врачей хватает? Медикаментов, врачей на сегодняшний день хватает. Мы уже 2-й год занимаемся этой патологией, но врачи научились лечить. На сегодняшний день у нас все хватает. Анна Александровна, наши корреспонденты ТОВА-24 не раз были в красной зоне, конечно, одеты как положено. Это были устрашающие картины. Люди лежат на животах, к ним подключены аппараты, в горле трубки, слезы на глазах. Это действительно так, ведь трудно. Почему люди не ставят вакцину? Течение этого заболевания очень разнообразное. От легких форм, у кого-то на ногах, амбулаторного проходит лечение, и до тяжелых, до летальных исходов. Это мультидисциплинарное поражение органов получается, Это поражение со стороны сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, со стороны легких, гепатобилиарной системы. В общем, это заболевание требует командной работы, мультидисциплинарного подхода. Раушан Арымкановна, скажите, пожалуйста, получается, что люди как раз, у которых есть патология, им лучше бы поставить вакцину, естественно, посоветовавшись с лечащим врачом? Да, как раз-то коронавирус в первую очередь поражает именно люди, страдающие коморбидными заболеваниями, поскольку это заболевание, иммунитет у них сниженный, имеется неблагополучный фон заболевания. И данный контингент людей, как уже Анна Александровна сказала, это больные сердечно-сосудистой системы, больные органов дыхания, больные эндокринной
эндокринными заболеваниями. Это с повышенным весом. Вот эти группы, они уязвимые группы, которые заболевают чаще, очень тяжело, и из данной категории летальность идет очень более высокая. И вот как наш министр Российской Федерации и наше министерство требуют с нас, чтобы данные категории были привиты 100%. 100%. Еще вот такой вопрос, который наверняка многие бы задали. Я здоров, у меня ничего не болит, зачем мне ставить прививку? Данная категория тоже есть, но учитывая то, что коронавирусная инфекция, это считается воздушно-капельная инфекция, поэтому любой человек может заболеть в любом месте. Мы везде ходим, в общественные места, в общественном транспорте, на улице. Мы контактируем с людьми. У некоторых людей заболевание протекает в более легкой скрытой форме. И гарантирую, что данный человек здоровый, на сегодняшний период пандемии мы не можем. Поэтому можно считать, что условно каждый человек, можно сказать, что больной. Потому что нельзя дифференцировать, кто больной, кто не больной. Заразиться можно везде. Поэтому единственное, а как он заразится и как у него пойдет заболевание, никто сказать не может. Это, к счастью, если у него заболевание в более легкой форме, но никто не гарантирует, что заболевание в более тяжелой форме. И не дай бог, конечно, к летальному исходу. Но мы же знаем, что летальные исходы в России и во всем мире – это смертельно опасная болезнь. А сколько в Туве у нас случаев вот с начала этого года, те, кто умер от коронавирусной инфекции? Мы по летальности, так то у нас, знаете, по заболеваемости на сегодняшний день мы 2 раза превышаем показатели по Российской Федерации. Но тем не менее у нас летальность, мы среди регионов, которые дают показатели низкие, мы на 2-м месте. Ну, это, конечно, хорошо, но мне кажется, многие жители республики уже, у них как условный рефлекс, заходишь в общественное место, надеваешь маску. Но это, наверное, всего лишь, не знаю, 10% жителей. То есть мы по-прежнему едем в маршрутных такси, заходим в магазин без маски. А ведь человек не вакцинированный. До создания коллективного иммунитета республики еще далеко. Сколько у нас привилось? На сегодняшний день у нас уже привито более 50% подлежащего населения. Но это, как нам вначале говорили, что для того, чтобы коллективный иммунитет был, надо 60% от населения привить. Но в последнее время уже поднимается вопрос о 80%. О том, чтобы привить. Дело в том, что, видите, иммунитет у всех по-разному протекает. И на сегодняшний день идут очень много научных работ, именно как протекает данное заболевание и насколько будет идти иммунитет, никто ничего не знает. Поэтому сейчас уже пошли как новые методические рекомендации, планика вакцинации перейдем, о том, что если мы раньше говорили, что переболевшим, привитым, да, потом вакцинацию не проводить, то новые методические рекомендации, которые вышли, ситуация сейчас поменялась, о том, что у нас уже пошли случаи, когда переболевшие начинают болеть. Есть случаи, когда вакцинированные ранее тоже заболели, но те, кто вакцинированы и заболели люди, они перенесли в более легкой форме. В более легкой форме идет. Основная цель вакцинации идет в том, что чтобы не допустить тяжелой формы, не допустить осложнений, не допустить летальных исходов. И болеть в более легкой форме. И поэтому по новым методическим рекомендациям, которые пошли у нас изменения, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вне зависимости от степени тяжести заболевания, прививать независимо от уровня антител, да, то есть не надо проверять антитела МГ, прививать через 6 месяцев на вакцинацию. То есть человек переболел в июне, нужно просто через полгода, через 6 месяцев прийти и поставить прививку. Да. Не нужно проверять на антитела. Нет, не надо. Независимо от уровня. И те, кто поставил прививку, через полгода тоже могут поставить. По новым методическим рекомендациям, те, кто поставили вакцину, спустя 6 месяцев должны пройти повторную вакцинацию. А какой прививкой? В России сейчас 5 надежных препаратов. 5-й, по-моему, регистрируется уже. Или даже зарегистрирован. На сегодняшний день у нас Республика Тува с теми вакцинами, которые мы уже в поликлинике поработали. Это очень большой процент у нас было поступления гамковид-вак. Это второе его название Спутник Ви. Но население почему-то, вот, когда читаем в соцсети высказывания, говорят так: вот,
Своих спутник Ви привили, а нас прививает гамковид ВАК. На самом деле это одно и то же. То есть у нас гамковид ВАК есть еще в Республике Тыва поступило. Потом мы получали Ковивак вакцину, Эпивак получали. И сейчас у нас уже очень большими партнерами поступает спутник Лайт. Лак – это однокомпонентный, который ставится один раз, не надо второго компонента. У нас люди очень любят рассуждать о том, эта вакцина хороша, а это лучше, а это хуже, а это Путин поставил. Насколько я знаю, российская инфекционная служба, она очень сильная, с многолетней историей. Например, вот Николай Гамалей, именем которого назван институт имени Гамалея, разработавший одну из вакцин, он дожил до 90 лет, и он сам на себе испытывал вакцину на бешенство. У нас очень сильная инфекционная система, и мне кажется, все вакцины надежные. Они у нас все вакцины, они надежные, да, но вот именно пожилым людям, по методичной нашим рекомендациям, рекомендую, что все-таки гамковид ВАК, спутник Ви. Но разрешили сейчас ставить уже Ковивак, но предпочтение пожилым людям, которые, особенно те имеют, которые несколько заболеваний, лучше привиться гамковид ВАК, спутником Ви. А детям, которые маленькие дети, которые уже болеют, то есть им еще вакцина На не сегодняшний придумана. день идет апробация вакцины для подростков. И как на предпоследнем видео на совещании, которое проводит у нас еженедельно Мурашко, министр здравоохранения, он сказал, что уже к концу сентября завершится апробация и регистрация вакцин для подростков. И, скорее всего, наверное, уже в октябре начнется вакцинация подростков. С какого возраста? Пока ничего Пока неизвестно. Ну, на самом деле, мы ведь столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, которая уже второй год просто мучает всю Россию, убивая людей. На сегодняшний день нет проблем с кислородом? На сегодняшний день проблем нет. То есть на сегодняшний день нет проблем, есть одна проблема. Люди попадают невакцинированные и болеют очень сильно. А какие примеры можете привести? Вот были у вас такие случаи, когда человека привозят уже очень тяжелое состояние, сильное поражение легких. Такие случаи есть? Каждый день. Каждый день. Каждый день поступает у нас на сегодняшний день на кислороде сейчас на ВЛ-аппарате 2 больных. И на увлажненном кислороде у нас на сегодняшний день больных 37. Это тяжелые больные. Тоже не вакцинированные. Вот у нас во вторник, 24 августа, были сняты ограничения. Теперь 25% заполняемость, но если вы хотите открыть кафе, торговый центр, либо развлекательный центр, вакцинируйте своих сотрудников. Это, мне кажется, правильно. Да, есть постановление главного санитарного врача, где четкий есть перечень профессий, специальность, которые должны быть привиты в обязательном порядке. В эти входят обязательно это работники здравоохранения, стопроцентное образование, работники предоставляющие услуг, это вот как раз вот те работники магазинов, общепита, столовых, кафе, они должны быть привиты стопроцентно. И ситуация. Сейчас. Самый надежный метод борьбы. Нет. Мы должны призыв сделать Ага. сегодня. Какой же самый надежный метод борьбы с коронавирусом? Кроме масок, обязательных масок в общественных местах. Самый надежный метод от именно профилактики заболевания коронавирусом, чтобы мы ее победили и забыли ее напрочь, это только вакцинация. Если вспомнить все инфекционные заболевания, которые были у нас в истории, только победили методом вакцинации. Только вакцинация может спасти и забыть данное заболевание. Наша задача теперь добиться коллективного иммунитета, чтобы 100% подлежащих имели вакцинацию. То есть вся вакцина надежна, и лечащий врач или сотрудники, где ставят вакцину, обязательно скажут, какая вакцина подойдет. Дело в том, что для удобства населения у нас в городе очень много прививочных пунктов. На сегодняшний день открыты. Можно подойти в прививочные пункты. Если мы раньше работали 2 поликлиники с учетом прикрепления, ты к нам относишься, нам не относишься, то на сегодняшний день, что касается вакцинации,
вакцинирован без прикрепления. То есть можно подойти, население, относящее к первой поликлинике, может подойти ко второй поликлинике, и либо это население подойти к нам. То есть мы работаем не зависит от прикрепления, для чтобы удобство населения было. Они у нас работают, первичные пункты, работают без выходных, работают с 8 до 5 часов работа идет, поэтому можно в любое время подойти. Для удобства можно записаться через госуслуги. То есть все варианты Все доступны? варианты, они есть доступны, лучше подойти и привиться. Вот. Ну, те, кто, конечно, есть люди, которые до сих пор боятся вакцинации, мы когда разговариваем, приубедить некоторых у нас пока не получается, почему-то боятся вакцинации. И при беседе, ну, как-то у нас еще не получается приубедить, почему-то страх большой перед вакцинацией стоит. Вы знаете, что помимо идет же и антивакцинальная кампания, Да, конечно. кампания идет в соцсетях, видно, люди, читая вот эти случаи, не понимая сути, что за каждым это можно всегда найти опровержение и доказать обратное. Вот мы, медики, понимаем, что вот там иногда соцсети предоставляют не ту информацию, немножко как бы смазано, немножко как сарказм, немножко, ну, не та информация, а население, которое обладает не медицинским образованием, они верят в ту информацию, которая идет в соцсетях. На самом деле, единый, самый лучший это только вакцинация. Бояться вакцины не стоит, не надо. Сейчас уже по Российской Федерации, когда уже миллионы людей провакцинированы, опыт показал уже, даже взять по нашей республике, говорит о том, что 98% заболели, которые не вакцинированы, и среди умерших у нас по статистике 98% умерли не вакцинированы, да, а 2% вакцинированы. Все-таки говорит о том, что об эффективности все-таки вакцинации она идет. И мы по сегодняшний день не наблюдаем осложнений после вакцинации. Осложнений грубых, вот таких серьезных от вакцинации мы не видели. Есть такие, то есть те, которые заведомо известные, вот побочные, есть вакцина, они только у нас бы там температура, ломота, боль, там сустав. Ну, как при прививке от как гриппа. при любой прививке. Вот они, и то они развиваются не у всех, они не у всех идут. А серьезных таких, вот как пугают везде в соцсетях, у нас таких осложнений не было. А те, которые заболели, вот 2%, которые умерли, да, и вот говорят, вот у меня родственник поставил вакцинацию, он умер, я не буду ставить. А на самом деле все летальные случаи, они разбираются более тщательно, мы смотрим. Это люди какие получились, которые поставили первый компонент, а второй компонент не успели. То есть, либо он уже был заведомо инфицированный, но пока она протекала в латентном периоде, не было симптомов. Поставили вакцинацию, а вакцинация тут ни при чем, просто само течение заболевания, у него ковид развился. Либо было так, что после вакцинации те, кто заболели, это те, кто не успел, нарушали изоляцию, нарушали масочный режим. То есть вакцинация, когда мы ставим, мы говорим соблюдать все меры предосторожности. То есть маску надо все равно сохранять, одевать, дистанцию надо соблюдать, руки чаще мыть, там лучше в перчатках ходить. А люди поставили вакцинацию, уже ходят без маски, говорят, я вакцинирован, не пошел. Извините, а иммунитет у них-то не развился. И нужно обязательно поставить два компонента вакцины. компонента. Это вот лайт будет один компонент, а когда мы ставим два компонента, их нужно ставить именно два. Два. Но спутник Лайт, вот то, что который пришел однокомпонентный, который ставится один раз, мы ставим его с 18 до 60 лет. Желательно это ставится вакцина переболевшим, у тех, которые уже имеются антитела, и те, которые прошли вакцинацию, то есть на повторную вакцинацию. То есть один раз мы можем поставить. Пожилые, вот последние вот изменения методические рекомендации, уже третье, которое пошло, вот вчера буквально на ВКС сказали, что спутник Лайт можно ставить теперь и пожилым людям, но ставим тем, кто переболели и которые получили вакцинацию, то есть повторную вакцинацию мы можем спутник Лайта поставить, а первично только гамковид-вак. Большое спасибо. Надеюсь, что нас услышали. Это была программа «Интервью дня». И сегодня Сарыглар Анна Александровна, главным врачом инфекционной больницы, и Санданол Раушан Арымкановна, заместителем врача по поликлинической работе больницы номер 1. Мы говорили о важности вакцинации. И запомните эти цифры. 98% заболевших в инфекционной больнице не вакцинированы. И в целом 98% умерших также были не вакцинированы. Берегите себя, ставьте вакцину. Спасибо.
До свидания. Спасибо.